Назад в Крыму приняли оккупационную конституцию полуострова. До аннексии Крым жил по основному закону, принятому в 1998 году. С приходом России большинство депутатов Верховного Совета Крыма присягнули агрессору. Это кадры заседания Верховной Рады Крыма 11 апреля. Тогда она стала Госсоветом и приняла Российскую Конституцию. Предали крымские избранники единогласно. За проголосовали 88 из 88 присутствующих в сессионном зале. Большинство из них – выходцы из Украинской партии регионов. Жизнь диктует нам предельно сжатые сроки. Конституцию оккупационного режима фракция Курултай-Рух полностью проигнорировала. Она совершенно неприемлема уже с первой статьи, потому что там говорится, что Крым является частью Российской Федерации. И для крымско-татарского народа нет будущего в Российской Федерации. Поэтому вся наша стратегия о том, чтобы сейчас работа идет над новой Конституцией Украины, чтобы после деоккупации там была восстановлена национально-территориальная республика. На бумаге в принятой оккупантами Конституции крымско-татарский и украинский становятся государственными языками на уровне с русским. На деле в школах уроки крымско-татарского сокращаются, а единственную украинскую гимназию и вовсе закрывают. Российская Конституция подчеркивает свободу слова и мысли. Можно проводить собрания, митинги, демонстрации, пикеты. В жизни все наоборот. В украинской прокуратуре Крыма уверяют, все предатели будут наказаны. 76 народних депутатів безпосередньо приймали участь. Вказаним особам притягнено підозру по вчинення злочину щодо державної зради. Крім депутатів Верховної Ради Криму, таке ж аналогічне рішення проголосували депутати Севастопольської міської ради. На час анексії Криму штатом було 77 депутатів. До кримінальної відповідальності оголошено підозру і оголошено їх розшук притягується 57 депутатів міської ради Севастополя. Уже даже есть двое задержанных. Севастопольский депутат Владимир Каличи и экс-депутат Крымского парламента Василий Ганыш. Последний якобы не поддерживал проведение референдума 16 марта, но после пошел на сотрудничество с российским режимом и поддержал их конституцию. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Эдем Ситаров и Ислам Пенка. Заман, АТР.